Сегодня в республике стартовал традиционный марафон «Мы наследники Великой Победы». Об этом объявлено на встрече Сергея Гапликова с лидером ветеранского движения Людмилой Жуковой. Осталось чуть-чуть, менее 300 инвалидов-участников войны. Около 5000 тружеников тыла, там блокадники и узники фашистских лагерей. И плюс еще семьи умерших и погибших, 1500. И в основном нуждаются, конечно, в помощи. Это в ремонте жилья, это в приобретении бытовой техники, в местах захоронения, это памятники, обновления. Поэтому, Сергей Анатольевич, я вас очень прошу, первое, объявить старт, дать старт марафону и оказать помощь в наполнении фонда Победы. Вопрос на сегодняшний день стоит финансирование. Мы не сократили, а наоборот, в том числе по вашей просьбе добавили на поддержку ветеранского движения, непосредственно Совета ветеранов. И, конечно же, за счет дополнительных вливаний, которые мы будем обсуждать, в том числе и вместе с нашими социальными партнерами, и отдельная инициатива граждан, и всех тех, кто неравнодушен, ну и, конечно, тех, кто желает в этой части проявить инициативу и сами помочь или материалами, или выполнением работ, или дополнительными какими-то возможностями оказания услуг, мы, конечно, тоже предусмотрим, безусловно. Это все будет в плане, в графике и в выполнении соответствующих наших мероприятий. Обязательно это будем делать. Также Людмила Жукова поблагодарила главу за поддержку реализации проекта ветеранского поезда. Он по задумке доберется до отдаленных населенных пунктов, где живут ветераны, которые могут рассказать подрастающему поколению много интересного и полезного о военных годах. Участниками проекта могли бы стать также историки, писатели, редакторы книги памяти и деятели культуры.